Почему они говорят только о том, что выгодно им? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, о чем сказал и о чем умолчал Эмомали Рахмон в своем послании к парламенту. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил 21 декабря с ежегодным посланием к парламенту страны и, подводя итоги уходящего года, обозначил основные направления внутренней и внешней политики страны. Президент Таджикистана объявил ближайшие 5 лет годами развития промышленности. Цель – увеличить темпы индустриализации, решить социально-экономические вопросы до 35-летия независимости республики. В послании, которое длилось 2 часа 45 минут и транслировалось в режиме онлайн по всем государственным радио и телеканалам, Эмомали Рахмон подверг критике сферы образования, здравоохранения, промышленности и банковскую отрасли. Однако, по словам местных аналитиков, после критики главы государства многие проблемы так и остаются нерешенными. Аналитики говорят, что глава Таджикистана в своем послании не упомянул такие важные вопросы, как проблемы трудовых мигрантов и нарушение прав человека в стране. Послание президента – это хорошая традиция. Мы многое узнаем из этого выступления. В нем глава государства может указать на промахи и недочеты, своеобразный отчет о проделанной работе и задел на будущее. Таджикский эксперт Абдумалик Кадиров говорит, что Рахмон сравнивал нынешние показатели экономического и социального развития страны с показателями 30-летней давности, что является по меньшей мере спорным и больше смахивает на показуху. В частности, говоря о системе образования страны, президент сказал, что этот сектор должен быть полностью реформирован. Программы старые, учебные планы старые, большинство наших учителей не знакомы с новыми методиками и технологиями работы со студентами. Мы сами обманываем себя. Для нас важнее цифры, чем качество образования. Занимаемся только выдачей диплома, бумажки, а в голове пусто. Нам надо пересмотреть систему образования, подчеркнул Рахмон. Глава Таджикистана также предложил в продолжение этой темы принять закон, в соответствии с которым через 10 лет в правительстве и на государственной службе должны работать только те, кто будет в совершенстве владеть наряду с родным языком 2 иностранными языками. Говоря о проблемах в сфере здравоохранения, президент Таджикистана сообщил, что за последние 30 лет в стране подготовлено 187 тысяч медицинских специалистов, но сейчас в медицинских учреждениях ощущается их острая нехватка. Отток врачей и других медицинских работников за границу начался практически одновременно с трудовой миграцией других категорий граждан и продолжается до сих пор. Эксперты в области медицины говорят, что утечка большого числа врачей ставит под угрозу весь сектор здравоохранения. Официальные власти точной статистикой о выезде за рубеж медицинских работников не располагают, однако неофициально утверждается, что за границей работают тысячи профессиональных врачей из Таджикистана. А вы видели послание президента? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Абдумалик Кадиров, анализируя послание президента Рахмона, заявил, что глава государства сообщил о повышении заработной платы, но не упомянул об инфляции и повышении цен на продукты первой необходимости. В своем послании Эмомали Рахмон сравнил нынешние показатели экономического и социального развития страны с показателями 30-летней давности. Это часть современной политтехнологии, цель которой показать в разы больше достигнутые достижения. Заявление президента о том, что за эти годы размер заработной платы в стране повысился в 87 раз, является по меньшей мере спорным. Думаю, что те помощники президента, которые работали над текстом послания, привели эту цифру без учета инфляции, и она, конечно же, сильно отличается от данных, которые приводят международные организации, считает аналитик. Также таджикский аналитик Абдуллор Рахнамов заявил, что нынешнее послание главы государства имело свою специфику в отличие от предыдущих посланий. В первой части послания президент подвел итоги достижений страны за 30 лет независимости. В других частях он обозначил основные направления внутренней и внешней политики страны. Иными словами, глава государства не только отчитался о достигнутых достижениях, но также обнародовал концепцию устойчивого развития страны на ближайшие годы, считает аналитик. Тем временем, по словам Абдумалика Кадирова, глава государства не упомянул в своем послании о некоторых вопросах, в частности, о защите прав человека на фоне событий в Хароге или об информационной войне после вооруженного конфликта на границе с Кыргызстаном. Ежегодно в конце декабря глава Таджикистана
Таджикистана Эмомали Рахмон принимает участие на совместном заседании Маджлиси Милли и Маджлиси Намаяндагон, двух палат парламента Таджикистана, для того, чтобы сообщить об итогах деятельности правительства за прошедший период и о планах на будущее. Государственное информационное агентство Хавар ранее сообщало, что президент выступит с посланием об основных направлениях внутренней и внешней политики страны. Обычно в своем послании президент Таджикистана говорит о достигнутых успехах и редко упоминает о недостатках деятельности правительства. Оппозиция заявляет, что в своих посланиях Эмомали Рахмон никогда не упоминает о проблемах трудовых мигрантов, о ценах на рынках, об ограничениях свободы слова и религии, проблемах экономики. А как вы думаете, что еще должен упомянуть президент? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!